вот 4-4-1-1. И обратите внимание на молодого Алессандро Карроццу. Он сегодня в стартовом составе вместе с Гвидо Морилунго. И нет Хермана Денниса. Он получил травму икроножной мышцы буквально на вчерашней тренировке и сегодня остался вне заявки на матч. Вот Клаудио Раньери, у него тоже есть травмированное. Это Снейдер, о котором мы только что сказали, и Андреа Ранокья. Защитник, он тоже не готов играть в сегодняшнем матче с первых минут, по крайней мере. Но восстановился чуть быстрее, чем планировалось после травмы Ранокья. Вот Колунтоно. У него помимо Денниса еще и Матео Бриги отсутствует. Это один из ведущих полузащитников. Так что можно сказать, что Аталанта сегодня понесла довольно существенные потери. Два человека, Бриги и Деннис, это люди, которые во многом определяли рисунок ее игры. Сегодня придется как-то без них обходиться. Гава готовится дать свисток к началу матча. И сейчас еще раз я вам назову составы команд. Ну что ж, поехали. Итак, Интер. Жулио Сезар в воротах под первым номером. В поле 25-й Вальтер Самуэль, 6-й Лусио, 55-й Юта Нагатомо и 13-й Майкон. Это линия обороны. Эстебан Камбьяссо, 19-й, Андреа Поли, 18-й, Джоэль Оби, 20-й и Хавьер Санетти, 4-й. Это полузащита. Обратите внимание на позицию Санетти сегодня, где он будет действовать на фланге, но в средней линии. И два форварда: Джанпаоло Пацини, 7-й номер, и Диего Милито под номером 22. Милито лучший снайпер Интера, у него 14 забитых мячей. У Денниса, который сегодня не играет за Аталанту, 15. Состав Аталанты: Андреа Консилий в воротах под 47-м номером. В поле 5-й Томас Манфредини, 32-й Микеле Ферри, 6-й Джанпаоло Беллини и 77-й Кристиан Раймонди. Это линия обороны. Полузащита: 21-й Лука Чигарини, 17-й Карлос Кармона, 11-й Максимилиано Моралес и 7-й Матиас Скелотто. И два нападающих: Гвидо Морилунго, 89-й, и Алессандро Карроццо под номером 18. Арбитра я вам представил, ваш комментатор Олег Пирожков. И смотрим, как Аталанта проводит свою первую настоящую атаку в сегодняшнем матче. Левым флангом навес в штрафную площадь, но слишком сильно Скелотто сместился в район 11-метровой отметки, и мяч улетел ему за шиворот. В октябре Интер и Аталанта встречались в Бергамо, и тогда была зафиксирована ничья 1-1. Посмотрим, что будет сегодня. Но я уже говорил, что Аталанта в этом смысле одна из самых миролюбивых, что ли, команд серии А нынешнего сезона. 12 ничейных результатов. Из-за боковой Раймонди вбрасывает на Чигарини, получает обратный пас. До Скелотто мяч не доходит. Раньери призвал искать позитив даже после вылета из Лиги Чемпионов. Сказал, что вот, например, два последних матча, если брать турниры Чемпионат Италии и Лигу Чемпионов, его команда выиграла, что само по себе уже очень неплохо на фоне тех неурядиц, которые Интер преследовали в последние недели и месяцы. Ну, напомню, что до того, как выиграть у Кьево на выезде в последнем туре Чемпионата Италии, Интер из 21 очка в 7 турах предыдущих набрал лишь 2. 2 ничьи было и 5 поражений. Ужасающие результаты. Ну, нестабильность других команд и многие результаты, которые можно признать неожиданными в чемпионате Италии, способствовали тому, что Интер ниже 8-й строчки не опускался. Но вот сейчас он 7-й, и есть возможность по итогам этого тура обойти Рому. Ну, все будет зависеть от того, как Интер свой матч сыграет, и Рома проведет свой. У Ромы на 1 очко больше. Камбьяссо бьет поворотом. Первый удар наносит хозяева, но это даже пристрелкой назвать сложно. Так ковырнул куда-то мяч в сторону ворот Эстебан Камбьяссо. Сочетание центральных полузащитников у Интера претерпевают изменения от матча к матчу. Но вот сегодня Камбьяссо и Поли составляют такую пару в центре. Очень высоко выпрыгнул Нагатомо и, по-моему, неудачно приземлился. Японец получил травму. Подсел под него Скелотто, видите, и уже терял равновесие в воздухе. Нагатомо упал на руку. Это неприятно, конечно же. Можно и вывихнуть, и сломать руку с такой высоты, грохнувшись. Ну, будем надеяться, что все с защитником Интера будет в порядке. Матиас Эзекиэль Скелотто был на ваших экранах. Правый атакующий хавбек Аталанты.
Чигарини отыгрывает назад. Пока идет борьба за инициативу в центре поля, и Аталанта с первых минут дала понять, что она не собирается эту инициативу отдавать. За здорово живешь. Вот Джанпаоло Пацини. 5 мячей всего лишь на его счету в этом чемпионате Италии в 25 сыгранных матчах. Это очень мало, конечно. Но вот появились слухи в последнее время, что Пацини может быть интересен французскому Пари Сен-Жермен. Правда, Карло Анчелотти, наставник парижан, эти слухи опроверг. Сказал, что Гийом Оаро, форвард, который имеется в его распоряжении, обладает примерно такими же характеристиками, как Пацини. И нет смысла двух одноплановых нападающих в команде иметь. Но Пари Сен-Жермен разбогател с некоторых пор. И понятно, что много трансферных слухов вокруг этой команды. Ну и тем более, раз тренер итальянец, значит, логично, что какие-то итальянские футболисты всегда на карандаше у него должны быть. Но, видимо, не Пацини. А центральный защитник Манфредини отыгрывает мяч чуть назад. Беллини делает длинную передачу на чужую половину поля. Скелотто. Чигарини. Лусио жестко сыграл плечом в плечо в рамках правил и соперника к мячу не пустил. Лука Чигарини в роли плеймейкера в составе Аталанты. Посмотрим, насколько ему удастся снабжать Кароццу и Марилунго точными своевременными передачами. Вот за спину Майкону пошел пас, он освободил свою зону, и тут же туда последовало подключение Макси Моралес. Не решился входить в штрафную. Через дриблинг Скелотто. Передача в штрафную площадь. Здесь Уби первый на мяче. И Камбьяссо. Пас на чужую половину поля. Милито. Поли устоял в жестком единоборстве. Ну, Макси Моралес уступает ему по габаритам. Да вообще всем уступает. Макси Моралес самый миниатюрный игрок итальянского чемпионата. Много хороших, толковых аргентинцев играет в Италии. Вот пока я эту фразу говорил, нам показали одного из них. Диего Милито из Интера. Макси Моралес, Денис, который отсутствует, увы, в сегодняшнем матче. Практически в каждой команде есть очень хорошего качества южноамериканцы, в том числе аргентинские футболисты. Селекционные связи в этом смысле у итальянских клубов налажены очень хорошо. Не достать был уже мяч Кароцци, и он не стал делать рывок. Офсайда не было, но видите, что мяч уже уходил за пределы поля. Без Денниса, конечно, осиротела во многом атака Аталанты. Все-таки 15 забитых мячей из 31. Это практически половина от общего количества голов, которые значатся на счету команды. Чигарини. Пас назад. Беллини еще дальше назад вратарю. Высоко выпрыгнул Манфредини, выиграл верховое единоборство, но мяч попал к Камбьяссо. Вот Массимо Моратти. Восторга на его лице не видно, но все это вполне объяснимо. Очень сложный сезон для Интера, и, видимо, сложным получится межсезонье, потому что надо будет перестраивать кардинально команду, обновлять ее. Санетти с мячом. Справа он действует, как предполагалось. Обыгрывает соперника, пас в штрафную. Пацини не смог подстроиться под мяч. Это уже Скелотто. Сходу можно атаковать. Кароцци впереди. Но Скелотто поперек поля делает передачу, подключая к атаке Карлоса Кармону. Кармону налево. Макси Моралес. И Скелотто, смотрите, где оказался, уже на противоположном фланге от своего привычного, и зарабатывает угловой. Дриблинг и обводка в исполнении Санетти. Очень здорово прошел одного соперника, но передачу сделал не вполне удачную.
Гвидо Морилунго на ваших экранах. За ним присматривает Эстебан Камбьяссо. Морилунго в прошлом туре не играл. Он отбывал дисквалификацию. Аталанта сыграла в ничью с Пармой дома 1-1. Подача слева. Видимо, в борьбе с защитником нарушал правила Кристиан Раймонди. Даже это был не Раймонди, а Морилунго. Ну и Раймонди тоже, в общем, там руками соперника и придерживал, и потом пытался оттолкнуть. 10-я минута первого тайма. Пока ничья 0-0. Поле отдает пас направо. Здесь Майкон, Камбьяссо, Пацини и Милито. Налево можно мяч перевести, но Поле принимает другое решение. Здесь много соперников. Вот я говорю, слева чуть посвободнее. Можно подключить к атаке Нагатому. И вот в конце концов японцу следует передача. Против него Скелотто. Пас Вальтера Самуэля. Камбьяссо. Красиво. Оби. И техника хорошая. Нагатомо. Попытка прострелить в штрафную площадь. Японец, падая, задел мяч рукой. Вот поэтому и раздался свисток. Поборолся за мяч Эсекель Скелотто. И, по-моему, получил повреждение. Ну вот он уже в игре. Ушел мяч, конечно, за пределы поля. Он останется у гостей. Раймонди. Плохой навес. Мяч свалился с ноги и улетел за ворота. Стефано Колонтоно на ваших экранах. Это не первое его пришествие в Аталанту. Он команду возглавлял еще в 2005-2007 годах. И тогда очень здорово ей руководил. Вывел в серию А в первый же сезон. И на второй сезон занял с ней 7-е место в элитной итальянской лиге. Но вот сейчас история могла бы повториться. Снова из серии Б в серию А команда вышла под руководством Колонтоно. И я говорю, что могла бы дышать в затылок Интеру, если бы не вот этот 6-очковый штраф, который был на нее наложен за неблаговидные истории еще образца прошлого сезона. Но хорошо, что вообще не лишили Аталанту права выступать в серии А, хотя об этом когда-то речь заходила летом. И когда шло разбирательство по поводу договорных матчей, но в конце концов все ограничилось штрафом в 6 очков. Макси Моралес. Игра в касание. Камбьяссо тут как тут. И мяч Интер забирает снова себе. Диего Милито. Пас поперек поля. Майкон. Аталанта умеет грамотно и дисциплинированно обороняться. Буквально в позапрошлом туре мы имели пример вот такого рода, когда команда Колонтоно гостила в Удине и не позволила создать Удинезе до третьей добавленной минуты ни одного практически момента. Только в самом конце был шанс у Ди Натали, но он его не использовал. Вратарь тогда сыграл блестяще. Ну и сегодня, я думаю, Интеру придется помучиться с тем, чтобы преодолеть насыщенную и очень подвижную оборону Аталанты. Тем более, что нет Снейдера, который мог бы нестандартным пасом обострить ситуацию. Посмотрим, каковы будут на флангах хозяева. Майкон получает мяч. Ну, Санетти и Майкон на одной бровке. Понятно, что Санетти будет смещаться в центре, освобождать зону для подключений бразильца. А это Поле. Правда, Майкон сейчас не в лучшей форме. И вот его фирменные игры мы сегодня вряд ли увидим. Но
все-таки вперед ходить будет. Это его футбол, он заточен под такую игру. Это его привычная манера. Ну и Нагатомо тоже, конечно, игрок остро атакующий. Даром, что играет на позиции защитника. Мы помним еще, как он здорово в серии А дебютировал в составе Чизены, но и потом не потерялся в самом Интере. Сейчас пас слишком неудобный для японца. Мяч уходит за пределы поля. Пас Макси Моралеса. И очень острая передача. Майкон все-таки опережает Кароцу. Выскакивал там и Жулио Сезар, но его вмешательство не понадобилось. Поли. Нагатомо. Пас на Диего Милито. Того отжимали к буровке, и Милито в итоге расстался с мячом. Да, вот очень хороший пас. Макси Моралес умеет одной передачей создать остроту у чужих ворот. Прекрасно чувствует момент. И сейчас вовремя отдавал пас. Но там защитник все-таки должен был играть этот мяч. У него было небольшое преимущество по позиции. Право на штрафной удар зарабатывают хозяева. Пришел сюда на левый фланг Майкон для того, чтобы навесить в штрафную площадь. Самуэль и Пацини оба здорово играют головой. Диего Милито тоже может побороться за верховой мяч. Подача. Повыше бы Майкону мяч поднять. Поли. Майкон. И пас в штрафную, даже во вратарскую. Но там отталкивал Пацини соперника. И тут же раздался судейский свисток. Макси Моралес с мячом. Передача на левый фланг. Подключается защитник Беллини, капитан команды. Пас возвращает мяч Моралесу. Подача в штрафную площадь. Кароца выпрыгивает. Ну и правый защитник вслед за Беллини. Раймонди тоже пошел в штрафную. Передача. Кароца активен. Надо сказать, что он чаще себя выгодно предлагает партнерам, нежели Гвидо Морилунго. Вот поэтому на Кароце и следует большинство передач, обостряющих передач в штрафную площадь. Морилунго двигается достаточно много. В каких-то ситуациях, может быть, он хорош как фигура отвлечения. Но сказать, что он был слишком забивным, мы не можем. Вот по тем сезонам, которые он уже провел в итальянском футболе. Достаточно молодой нападающий, правда. 89-го года, если мне память не изменяет. Интер с мячом. Пас на Санетти. Он в центре поля находился. Смещается чуть вправо. Против него Беллини. Два капитана сошлись. Пас на Милито. Санетти. И снова его дриблинг. И подача в штрафную площадь. И удар Майкона. Поли уступил ему место по праву старшинства, наверное. И бразилец, не боясь накладки со стороны соперника, пробил поворотом. Вот еще раз, как играет Санетти. Мяч далеко ушел в сторону от ворот. Нагатомо вбрасывает мяч из-за боковой. Пацини. Оби.
Нигериец, по-моему, там прихватил чуть-чуть соперника, нарушая правила. Но свистка не прозвучало. Уби с мячом. Пас на Пацини. И против того нарушены правила. Здесь двумя ногами вперед прыгал футболист Аталанты. Вообще это неправильно. Карлос Кармона. Что ж там на голове такое у арбитра? Нитка какая-то. Так тщательно уложил волосы и вот сзади что-то не досмотрел. Но это его дело. А пока Андреа Консилии подсказывает своим партнерам, где им лучше расположиться. Ну, понятно, нужно прикрыть наиболее опасных игроков команды соперника. Снова Майкон собирается подавать. Отсюда, в принципе, можно и пробить. Почему бы нет? Да, удар по воротам, но мяч в стенку попадает. Чигарини выиграл борьбу в воздухе. Кароца. Чигарини, пас на ход. Вот Гвидо Марилунго. И его передача в направлении Кармоны. Мяч не доходит до адресата. Санетти. Пацини отыграл назад. Пацини и Милито много перемещаются по всему фронту атаки. Меняются позициями. Уби с мячом. Пас на Нагатому. Тот возвращает мяч Уби. Попытка прострелить вдоль ворот заканчивается тем, что мяч уходит за лицевую линию и будет назначен угловой удар. Много единоборств в сегодняшнем матче, в центре поля в частности. Интер так территорией и завладел, в принципе, но нельзя сказать, что это такое всеобъемлющее и подавляющее преимущество. Аталанта довольно бодро смотрится. И еще раз скажу, команда совершенно не собирается запираться в своей штрафной площади и на ближних подступах к ней. Подача слева. Кулаками сыграл Консилии. Снова мяч у Майкона. Уби. Еще один навес. И снова Консилии хорош. И что там? Пенальти! Пенальти показывает судья. Ничего себе. И желтая карточка защитнику Беллини. Казалось, без проблем Консилии мяч забирает. Но параллельно шла борьба в центре штрафной, и Джанпаоло Пацини упал не без помощи почти тезки своего Джанпаоло Беллини. Давайте посмотрим еще раз. Да, там такие настоящие медвежьи объятия, и Беллини заваливает своего оппонента. Нужно и можно было поаккуратнее, конечно, сыграть в штрафной площади. Понятно, что без рук там редко обходится, но слишком уж Беллини перестарался. Да. Вот так вот Интер, не создав, по сути, ни одного голевого момента, за половину первого тайма получает реальный шанс открыть счет. Диего Милито собирается бить с 11-метровой отметки. Удар, гол, нет, нет, нет. Здорово играет вратарь Консилии. В притирку со штангой мяч посылал Милито, и Консилии все-таки спас свою команду. Как здорово он вытянулся в струнку буквально и отразил мяч, который был опущен в левый от него угол ворот. Да. Великолепный сейв. И Интер упускает реальный шанс выйти вперед. Нам покажут еще повторы. Но пока хозяева продолжают атаку. Удар Самуэля. Опасно! Отпустил мяч от себя Консилии, но тут же успел накрыть, не позволив тому же Милито добить его в сетку. Ну вот еще раз момент, уже который только что возник, с ударом Самуэля. А вот пенальти. Да, в самый угол бил Милито, и казалось, гол неминуем. Но, может быть, недостаточно сильно направил мяч нападающий Интера, и Консилии сумел отразить удар. Милито, напомню, не забил и в предыдущем туре 11-метровый, пробив выше ворот в матче против Киева. Но тогда он отличился в концовке, сделав счет уже 2-0, а открыл счет в том матче Самуэль.
Посмотрим, что сегодня получится у Интера при нереализованном пенальти. И штрафной удар рукой сыграл Скелотто. Майкон традиционно с правой ноги вот отсюда подкручивает мячи к воротам с левого фланга. Ну, один раз он навешивал, другой раз сам бил уже по воротам. Подача, но это слишком сильно переборщил бразилец. Еще раз удар Милито с 11-метровой отметки. Не слишком эмоционально отреагировал Массимо Моратти. Борьба за мяч в центре поля. Манфредини жестко сыграл, но в итоге мяч достался соперникам. Беллини недалеко выбивает. Оби. Удар по воротам выше. Развел руками Пацини. Он все-таки рассчитывал на то, что Оби навесит на дальний угол вратарской. Кстати, там трое футболистов на линии вратарской площади были. Трое футболистов Интера. Но вот нигериец решил сам завершить эту атаку и нанес удар с полулета. Оби. Санетти. Майкон. Поли. Поле ошибается, стремясь сыграть в касание, не снижать темп атаки. Сделал неточную передачу, но и здесь уже ошибается и Макси Моралес. Интер захватил контроль над мячом в последние минут 7-8. Практически черно-синие непрерывно атакуют. Получили право на пенальти, правда, не сумели его использовать. И вот сейчас снова мяч у них. Поли. Самуэль направо игру переводит, но делает это не точно. Чигарини. Мало заметен в последние минуты Лука Чигарини. Я уже говорил, что мяч перешел практически полностью под контроль Интера. И, конечно, трудно диспетчеру Аталанты проявить себя. Лусио. Поли. Манфредини хорошо играет. Макси Моралес. Но это зря такая передача. Скелотто на прямых ногах был и явно не успевал подключиться Раймонди. Моралесу вроде бы никто не мешал. Вот снова он с мячом. Не побоялся Майкона, но тот как скала перед ним вырос. И на этом атака Аталанты закончилась. Оби. Передача на Пацини. Жестко против него играют. Уже не первый раз Карлос Кармона. Помните, он несколько минут назад двумя ногами вперед прыгал на мяч. Ну и вот сейчас сзади чуть задел по ногам Пацини. Необходимо, конечно, контр-игру продолжать Аталанте, потому что вот такая вот пассивная оборона ни к чему хорошему привести не может. Милито не стал бить сам. Поли. Майкон. Навес в штрафную площадь. Нагатомо выпрыгивал.
Нарушал правила японец. Ну, я сказал, что Деннис отсутствует у Аталанты, и это потеря, исходя из того, сколько он назабивал в этом сезоне. Любопытно, что вот в сезоне минувшем, когда Аталанта выходила из серии «Б» и забивала там немало, ярко выраженного бомбардира у команды не было. И такой характерный штрих: ни один из футболистов Аталанты, ни один из ее снайперов не вошел даже в десятку лучших бомбардиров в серии «Б» по итогам минувшего сезона. Но забивали равномерно полузащитники, форварды. От многих игроков можно было ожидать угрозы. Аталанта сильна коллективной игрой и в этом сезоне. Но все-таки вот впереди, конечно, такого наконечника не хватает в лице Денниса в сегодняшнем матче. И это сказывается. Еще раз напомню, что у Денниса травма икроножной мышцы, которую он получил на тренировке накануне этого матча. Интер в атаке. Майкон с мячом. Пацини попадает в Милито. Я не понимаю, на что рассчитывал Пацини, что Милито уклонится от мяча, как-то пропустит его направо, да. Но слишком близок был партнер. Ну вот на безрыбье и такие моменты у ворот Интера сойдут, повторяют нам эпизод атаки Аталанты. Здесь, кстати, Кароца довольно опасно играл. Зачем шипы выставлял уже падая, непонятно. Поли с мячом. Мне кажется, что Поли немножко тормозит игру и, получая мяч, делает всякий раз одно, два, а то и три лишних касания. Но, может быть, это от желания как можно лучше мячом распорядиться и не потерять его, выбрать наилучшее продолжение. Но так или иначе, вот эти касания замедляют темп атак Интера порой. А Лука Чигарини получает, между тем, желтую карточку. Первое предупреждение в сегодняшнем матче от Габриэля Гавы. Да! Иногда сложно понять логику действий футболистов. Вот если вы обратили внимание, то у Би встречались сразу двое соперников. И к чему вот было так играть Чигарини? Зачем прыгать и бить по ахиллу, я не понимаю. Что он этим хотел сказать? Ну, вот нарвался на желтую карточку. И хорошо, что полузащитник Интера не получил серьезной травмы. Правда, вот хромает пока довольно заметно. И покидает поле, по крайней мере, на время. Камбьясо будет подавать. Решили разнообразить это дело футболисты Интера. На этот раз не Майкон у мяча. А с левой ноги Камбьясо навес штрафную. И мяч выбит за боковую линию. Вернулся Оби. Милито был с мячом, а это Поли. Вот обратите внимание, раз, два, три, четыре. Дождался, пока на него насел Чигарини, и в итоге Поли мяч потерял. Может получиться атака у Аталанты, но Лусио плотно встречает соперника, не без нарушения правил, но это такой тактический фол. И здесь больших упреков, наверное, не заслуживал защитник Интера. Поли молодой футболист. Это его первый сезон в составе черно-синих. И он находится в аренде в Интере. Понятно, что хочет себя наилучшим образом проявить, чтобы с ним подписали полноценный контракт. Это лучше, чем возвращаться в серию «Б» в Сампдорию. Сампдория, кстати, бывшая команда Поли, вряд ли в этом сезоне будет претендовать на возвращение в элитную итальянскую лигу. Она там застряла где-то ближе к середине таблицы. Конечно, потеря Поли, потеря Паломбо — это
довольно существенные такие вещи. Причем Паломбо ушел уже по ходу сезона в тот же Интер. И он сегодня, кстати, в запасе у хозяев. Два игрока, которые очень здорово смотрелись в связке именно в полузащите Сампдории еще в минувшем сезоне. В атаке гости. Мяч в руку попадает Майкону. Но умысла не было, поэтому можно продолжать игру. Лусио. Пас на Оби. Вдвоем на него напали футболисты Аталанта. Отобрали мяч. Это Чигарини. Моралес. Пас на правого защитника Кристиана Раймонди. Моралес. Ударов практически нет по воротам Жулио Сезара. Ну и вообще подходы Аталанты с мячом к чужой штрафной можно пересчитать, ну, по крайней мере, по пальцам двух рук. И удар от ворот. 10 минут до перерыва. 0-0 в матче Интер-Аталанта. Интер не реализовал пенальти. Напомню, бил Диего Милито. И очень здорово сыграл голкипер гостей Андреа Консили, вытащив мяч из левого нижнего угла ворот. Ой, нет, вы знаете, там не было игры рукой, там мяч в колено попал. Это вот при первом рассмотрении казалось, что подставил верхнюю конечность Майкон. Ну, тем более тогда не о чем говорить. Кармона нарушал правила в борьбе за верховой мяч. Майкон с мячом. Санетти. Майкон. Подача в штрафную площадь. И Пацини выиграл борьбу за мяч, но пробить толком не удалось. Сумел опередить Манфредини. Вот Манфредини на ваших экранах. Чигарини. Пас направо. Раймонди. Снова Раймонди. Смещается к центру. Обыгрывается с партнером. Раймонди с левой ноги удар по воротам. Ну, наконец-то. Но если попрессинговать Интер на его половине поля, ну вот видите, всего лишь второй удар. Это был по воротам хозяев за весь матч. Сильно бьет Жулио Сезар на чужую половину поля. Беллини. Мари Лунго. Совсем он пропал из нашего поля зрения. Вот наконец-то получил мяч на фланге. Здорово его укрыл корпусом. Пас не прошел. Пас на Макси Моралеса. И длинная передача из глубины на чужую половину поля в исполнении защитников Интера. Пацини. Санетти. Ушел от Чигарини. Майкон. Внешней стороной стопы хотел сделать передачу в штрафную площадь. А теперь уже Скелотто с мячом. Догнал его Нагатомо. Сумел выбить мяч и сделал это без нарушения правил. Оби. Нагатомо навес штрафную. Ну, Нагатомо вот старается, хотя бы от него идут какие-то навесы. Что касается правого фланга, то там после пары рывков Санетти активность постепенно сошла на нет. Майкон, я уже говорил, не в форме, это заметно. Ну, а у Санетти просто не хватает резкости, моторики для того, чтобы регулярно вот такие набеги совершать, подобные тем, которые он пару раз нам продемонстрировал в первой половине первого тайма.
Фланги Аталанты тоже пока не слишком здорово работают. Честно говоря, большего я ожидал от Скелотто в этом матче. Учитывая определенные проблемы Интера с игрой на своей половине поля, мне казалось, что аргентинец сможет разбежаться здорово. Но я по привычке называю Скелотто аргентинцем. Он родился в этой стране, начинал там футболом заниматься профессионально. Ну а так у него есть итальянский паспорт. И Скелотто провел несколько матчей за молодежную сборную Италии. И недавно объявил, что не будет рассматривать предложение от аргентинской национальной команды. И будет ждать вызова в сборную, уже во взрослую национальную сборную Италии. Интер зарабатывает право на угловой за 5,5 минут до окончания первого тайма. Камбьясо подавал слева. Оби. А налево сделать пас. Зачем же бить-то? Перед Камбьясо была свободная зона. Вот Оби сейчас не заметил партнера. И показал, что с видением поля у него есть определенные проблемы. Влево посмотри, там совершенно один Камбьясо. Никто его не накрывает. Кати в штрафную, Камбьясо туда врывается. И дальше целая куча вариантов была бы у аргентинца. Хоть простреливай, хоть бей сам в ближний угол, например. Но ничего этого не случилось, потому что его партнер сыграл не на команду, а на себя в этом эпизоде и прогадал. С мячом Кристиан Раймонди. Скелотто с нарушением правил опередил Нагатомо. А может быть, там и офсайд был. Может, Скелотто из положения вне игры уже выскакивал. Да, так оно и было. Такой типичный футбол по-итальянски. Выездную модель демонстрирует команда гостей. Показали нам их наставника Стефано Колунтона. Но я думаю, что ему хотелось бы все-таки видеть чуть больше остроты в исполнении своих парней впереди. Сейчас Морилунго мяч забрал, но там было нарушение правил. Длинная передача. Принимает мяч Пацини. Здорово. Отмахнулся, правда, немножко. Не заметил этого арбитр. И Беллини мяч выносит за пределы штрафной и, видимо, за пределы поля. Нет, мяч остался в игре. Макси Моралес. Здорово обыгрывает Майкона. И передача. Но передача плохая. Пацини. Санетти справа. Возвращает мяч Джанпаоло Пацини. Поли. Камбьясо сыграл. Продолжение нет впереди. И предложений тоже. Вот поэтому следует передача поперек и назад. Свистит Сан-Сиро. Пацини, наконец, предложил себя здесь. Принял мяч спиной к воротам. Поли. Очевидная передача направо. Санетти был один. Свободен. Майкон пытается подключиться, но его оттесняют от мяча. Вот еще один штришок. Конечно, находясь в лучшей форме, Майкон не позволил бы себя так просто отодвинуть. Такая махина. Гора мышц. Макси Моралес. Вот из всего этого вырастает контратака Аталанты. Беллини, защитник. Подача в штрафную. Площадь. Морилунго! И Скелотто. Помешали они вдвоем друг другу, конечно. Милито. Ну, опять его обнял защитник. На этот раз Томас Манфредини. Потлатый и бритоголовый в центре обороны у Аталанты. Манфредини 5-й номер. С такой развесистой шевелюрой. И Микеле Ферри 32-й, бритый наголо. Пару эпизодов нам показали, которые были недавно. Во-первых, отмашка в исполнении футболиста Интера, которую не заметил судья. Ну и вот момент, когда могли пробить или Морилунго, или Скелотто, а в итоге ни тот, ни другой этого не сделали.
Это Майкон. И он готовится выполнить очередной навес в чужую штрафную площадь. Подача. Беллини играет головой. Чигарини слышал окрик партнера, но сложно было развернуться, конечно. Да еще двое висели на плечах. Хороший пас Пацини. Удар по воротам. Консилий вступил в игру. Без шансов на добивание для соперника. Намертво мяч забрал. Еще раз смотрим. Хорошо заметил Милито своего партнера по линии атаки. Не так сильно пробил Пацини, как хотел бы, наверное. Истекает основное время первого тайма. Не думаю, что будет много добавлено. Но вот всего лишь 1 минута на самом деле. Майкон освободил ему очередной раз не Камбьясу, а Санетти бровку. Ну, а навес штрафную последовал. И защитник мяч оттуда выбил. Поле! На этот раз в обыгрыш пошел. Потерял мяч. Лежит Манфредини. Что ж там произошло, интересно, такое. Последняя, наверное, контратака Аталанты в этом тайме. И неточный пас Матиаса Скелотто. На разных концах поля лежат два защитника, Манфредини и Лусио. Играл головой Манфредини, опережая Пацини, и, может быть, тот его задел. Вообще странно, там не было практически контакта с Пацини у защитника Аталанты. Но это вот атака гостей, и просто сам тоже неудачно падает Лусио. На локоть приземлился и почувствовал, видимо, боль. Завершается первый тайм. Интер имел территориальное игровое преимущество на протяжении большей части первой половины встречи. Моментов, правда, создал не так много. Если не считать пенальти, то вообще там минимум какой-то получается. Несмотря на то, что много двигались оба нападающих, Пацини и Милито. С флангов поддержка не так хороша. Майкон не выполняет тот объем работы, который он обычно привык выполнять. От Нагатома в основном такие стандартные навесы и попытки прострелить, тоже не оборачивающиеся ничем опасным для ворот соперников. Но в центре поля у Интера преимущество. Мячом они действительно чаще владеют. Плацдарм захватили. И понятно, что Аталанта вынуждена в основном обороняться. Контратаки редкие у гостей. До завершающих, логического завершения они еще реже доходят. Ударов мало. По-моему, всего 3 за весь тайм, если брать суммарно в створ и в сторону ворот. Старался Короцца, правда, его стало не видно где-то в последние минут 15 тайма. Но и чувствуется, что Денниса не хватает. Морилунго, конечно, как второй нападающий, может быть и хорош, но составить такой ударный тандем с Короццей он не может. Ну что ж, пока ничья 0-0. Посмотрим, каким будет второй тайм. И на всякий случай скажу, кто в резерве у команд. Вратарь Кастеллаци у Интера. Полевые игроки Паломбо, Фарлан, Сарате, Ранокья, Фараони и Кастаньос. У Аталанты вратарь Фрицалини, полевые игроки Терибоки, Стендардо, Пинто, Бонавентура, Габьядини и Кацола. Вот на этом мы с вами отправляемся на перерыв. На стадионе Сан-Сиро Джузеппе Меаццо в Милане через несколько минут возобновится матч между Интером и Аталантой. 28-й тур итальянского чемпионата. И пока ничья 0-0 после 45 минут игры. Интер не реализовал пенальти. Бил Диего Милито, ударил в левый от голкипера угол ворот. И в блестящем броске Андреа Консилий, голкипер Аталанты, мяч этот вытащил из угла и спас свою команду. Буквально тут же был подан угловой и бил опасно Самуэль. И Консилий снова отразил мяч, а потом и накрыл его. В общем, это вот был самый яркий такой эпизод, разбившийся на 2 эпизода.
у ворот гостей. Так, в основном Интер владел территориальным и игровым преимуществом, атаковал довольно много, но не сказать, чтобы очень уж остро. Серединой поля хозяева владели, где-то начиная минуты с 15-й практически безраздельно. Ну а Аталанта рассчитывала на контратаки, которым не хватало остроты и завершающего удара. Всего лишь 3 раза по воротам Жулио Сезара били гости в первом тайме. Это, конечно, маловато. Консилий чаще вступал в игру. По его воротам было 10 ударов нанесено. Он в целом действовал достаточно уверенно. Ну и можно сказать, что с флангов Интер не так часто нагнетал остроту. В частности, это сказалось на качестве игры Джанпаоло Пацини, которого нужно кормить именно кроссами с краев. Милито и Пацини много перемещались, часто менялись местами, но запутать оборону соперника им, в общем-то, не удавалось. Аталанта оборонялась достаточно уверенно и спокойно, если бы не вот этот момент с пенальти, когда, конечно, Беллини просто забылся, где он находится, и так по медвежьи обнял соперника, завалив его на газон. На Пацини были тогда нарушены правила. Итак, возобновилась игра. Второй тайм начался. И, по-моему, никаких замен в перерыве сделано не было. И сейчас я вам напомню составы, в которых команды выступают. Но вот пока Интер идет вперед. Здесь 3 защитников атаковали Милито. И, в конце концов, Беллини мяч отобрал. Итак, состав Интера. Жулио Сезар в воротах. Первый номер в поле 25-й Вальтер Самуэль. 6-й Лусио. 55-й Юта Нагатома. 13-й Майкон. Дальше 19-й Эстебан Камбьясо, 18-й Андреа Поли, 20-й Жоэль Оби и 4-й Хавьер Санетти, 7-й Джанпаоло Пацини и 22-й Диего Милито. Состав Аталанты. Андреа Консилий в воротах, 47-й номер в поле, 5-й Томас Манфредини, 32-й Микеле Ферри, 6-й Джанпаоло Беллини, вот он был с мячом, 77-й Кристиан Раймонди, 21-й Лука Чигарини, 17-й Карлос Кармона, 11-й Максимилиано Моралес, 7-й Матиас Скелотто, 89-й Гивидо Марилунго и под 18 номером Алессандро Карроца. Нет сегодня Хермана Денниса в составе Аталанты. Он повредил икроножную мышцу и этот тур пропускает. А право на угловой заработали гости. Будет подавать Макси Моралес, судя по всему. Скелотто, Ферри и Манфредини так вот клином собираются врубаться в оборону соперника. Вот такой оригинальный розыгрыш. Пас на Чигарини. Чигарини уже навешивает штрафную. Выпрыгнул Манфредини, но не дотянулся до мяча. Не было положения вне игры, но высоковато пошла подача. Поли. Сегодня даже в запасе у Интера, я так понимаю, нет Дэна Станковича. Поли получает такой карт-бланш на игру в основном составе. Теоретически, если вот так вот его менять по позиции, то, пожалуй, только Паломбо может это сделать. Все остальные, кто в запасе, это игроки несколько других амплуа и других зон на поле. Но разные могут быть перестановки. Например, можно кого-то выпустить на фланг вместо Санетти, а Санетти переместится в центр и составит пару с Камбьяс. Вот тогда может уйти Поли, допустим. Но я почему предполагаю это? В первом тайме мне не слишком приглянулось, как действовал Поли. Еще раз скажу, он, по-моему, стремясь исключить брак в своих действиях, частенько передерживал мяч и тратил лишнее время на его обработку, совершал лишнее касание. Играет Ферри на опережение. Поли. Майкон возвращает мяч Поли. Это Самуэль. Оби перехватил мяч. Подача в штрафную, точнее попытка подачи. Поли. Второй тайм начинается так, примерно как проходил первый. Большая его часть, по крайней мере, Интер захватил территорию и пытается раскачать оборону соперника. Большими силами Аталанта обороняется, принимают участие в оборонительных действиях и хавбеки. Разумеется, все практически в полном составе.
Может быть, вот сил и свежести не хватает потом на резкие контратаки гостям. Два нападающих на чужой половине поля ищут своего шанса, ждут и не просто стоят стаймя, а стараются перемещаться. Я имею в виду Морилунго и Кароцу. Но отсутствие Денниса, конечно, сказывается. Майкон с мячом справа. Чигарини опередил соперника. Это Кармона был, кстати, а не Чигарини. Кармона. Кармона универсал. Он еще, играя в Чили за клуб О'Хиггинс, использовался и как латераль, и как левый полузащитник. Но сегодня мы его чаще в центре видим. Слева действует Макси Моралес. Но, опять же, Макси Моралес тоже часто смещается в центр. И нельзя сказать, что он привязан к своей изначальной формальной позиции. Хорошая игра в касание. Камбьяссо. Удар поворотом Манфредини бросился под мяч. А не зацепил ли он потом Камбьяссо? Нет. Судья показывает, можно продолжать игру. Такой неоднозначный момент. Давайте еще раз посмотрим. Здорово сыграл Пацини в касание. Итак... Да нет, сам Камбьяссо просто запнулся за лежащего на газоне Томаса Манфредини. Да, здесь двух мнений даже быть не может. Манфредини здорово сыграл, заблокировав удар. Ну, а дальше уже вот было то, что было. Манфредини зонно играет, Ферри чаще по игроку действует. Ферри постарше. Не сразу ему удалось завоевать место в основе Аталанты, хотя довольно опытный защитник, ему 31 год. У Ферри 32-й номер. Это Кармона был на ваших экранах. Кармона за годы выступлений в серии А это его уже 4-й сезон в Италии, пока не забил ни одного мяча. Играл за Реджину, вместе с которой вылетел в серию Б. Ну и потом вот перешел в Аталанту. Да, мучается там на газоне Морилунго. Был жесткий стык и досталось по ноге. Неужели в колено пришелся удар? Или под колено? Гвидо Морилунго на ваших экранах. Молодой нападающий Аталанты. Давайте еще раз посмотрим. Морилунго сам хорош в этом эпизоде. Он что-то типа накладки пытался сделать. Но с Лусио связываться опасно. Вот в таких вот ситуациях тот сам кого хочешь сломает. Ну, сломает, я фигурально так выражаюсь, не в смысле, что нанесет травму умышленную, а в том смысле, что очень сложно его в силовом единоборстве именно превзойти. Морилунго пока покидает поле, причем на носилках. Ну, кто из нападающих в резерве у гостей? Симона Терибокки вот прежде всего привлекает внимание. 34-летний нападающий. Довольно известная фигура в итальянском футболе. Вот на него бы хотелось посмотреть, честно говоря. Есть еще Маноло Габиадини. Это молодой форвард. Вот он или Терибокки в случае чего могут появиться на поле. Габиадини, вы знаете, вот на него пал выбор Стефано Колонтона. Маноло Габиадини сейчас выйдет на поле вместо Гвидо Морилунго. Быстрая замена в самом начале второго тайма. И замена вынужденная. Камбьяссо с мячом. Вся Аталанта практически за линией мяча. Но тем более, что в 9 полевых игроков пока продолжают матч гости. Да, досталось Морилунго, увы. Но самое главное, чтобы очень серьезной травмы не было. Но страдает, чувствуется, нападающий Аталанты. Пока мяч штрафной гостей. Рукой себе не подыгрывал Пацини. Подыгрывал, поэтому свисток. Да, Деннис из-за травмы этот тур пропускает, но, может быть, к следующему восстановится. Но вот теперь еще одна потеря. Морилунго. Я напомню, что он в прошлом туре не играл из-за дисквалификации. И вот возвращение получилось не слишком удачным. Итак, Маноло Габиадини, 28 номер в атаке у Аталанты. Теперь вместо получившего травму Гвидо Морилунго.
Самуэль играет головой. Кармона. Кармона довольно опытный игрок. У него уже около 3 десятков матчей в активе за сборную Чили. Интересно, что в свое время на него претендовал московский ЦСКА, если опять же верить газетам. Но это было еще до того, как Кармона перешел из Реджины в Аталанту. Тогда и Фиорентина вроде бы проявляла заинтересованность в его услугах. Но в итоге 2,5 миллиона евро заплатила Аталанта и заполучила Карлоса Кармона. Вот Кармона пасует вперед на Макси Моралеса. Тот в очередной раз сместился в центр. Пас на Скелотто. Скелотто низом передача. И удар по воротам. Алессандро Карроца пробил. Скелотто отдавал пас. Кстати говоря, еще зимой, вот прошедшей зимой, ходили разговоры о том, что Эсекиэль Матиас Скелотто может оказаться в Интере. Как раз, но Пьер Паоло Марино, президент Аталанты, заявил, что разрушать командную игру он не будет по ходу сезона в разгар чемпионата. Хотя отметил, что, конечно, Аталанта не настолько богатый клуб, чтобы удерживать игроков, которые интересны топ-клубам. Так что можно предположить, что летом в межсезонье Интер вернется к вопросу о приобретении Скелотто. И, может быть, мы на следующий сезон его увидим уже в черно-синей футболке. Ну, собственно, он и сейчас играет в черно-синей форме, потому что это основные цвета Аталанты. Сегодня у него выездная модель, видите, белая форма. Но я имел в виду, конечно, форму Интера. Вообще любопытно, если Скелотто перейдет в Интер, как там будут они делить зону с Майконом. Но тут еще много вопросов. Останется ли сам Майкон в Интере? Пока еще 100% об этом говорить нельзя. Поле с мячом, удар по воротам. Хорошо приложился и здорово сыграл Консилии. Милито, передача в штрафную. Санетти! И пробил в створ капитан Интера. Вот еще раз удар. Красивый бросок Консилии. Но это уже был не сильный удар. Дали возможность Поле как следует приложиться к мячу. И он не преминул воспользоваться этим шансом. Еще раз напомню, Интер на 7-й строчке был перед этим туром в турнирной таблице итальянского чемпионата, имея 40 очков, отставая на 1 очко от Ромы и на 8 очков от Лацио, идущего третьим и занимающего последнюю из разыгрывающихся Лига чемпионских строчек в таблице путевок в Лигу чемпионов, правда, в квалификацию. Подача в штрафную в исполнении Беллини. А что касается Аталанты, то она была на 13-м месте, имея 33 очка. Довольно комфортно себя чувствует в середине турнирной таблицы команда Стефано Колонтоно. Скелотто пас назад. Чигарини возвращает мяч в штрафную площадь соперника. Ой, как неудачно разворачивался в этом эпизоде Карроца. Но Лусио тоже сыграл не слишком здорово и отправил мяч на угловой в ситуации, когда можно было, может быть, и не так суетливо, что ли, действовать. Хотя там были двое соперников рядом. И кто его знает, что могло произойти, если бы Лусио не подстраховался. Угловой удар справа. Подача Макси Моралеса. Удар по воротам. Манфредини пробил. Манфредини опередил Самуэля. Сумел его перевесить в воздухе. Санетти. Майкон. Комично смотрится маленький Макси Моралес на фоне гигантского Майкона, согласитесь. Поле. Передача на левый фланг. И снова Поле с мячом. Пас на Милито. И обратная передача не точна. Будет ли контратака у гостей? Макси Моралес. Ну, по-моему, он так и не успел поднять глаза, чтобы осмотреться, кто там впереди. А впереди были трое партнеров. Борется за мяч Кармона и нарушает правила.
Санетти. Ой, пытался сделать пас на Милито, но не попал по мячу. Правда, ему там заплели, по-моему, ногу. Нет свистка. Аталанта владеет мячом. И вот такой вот жесткий прием со стороны Лусио. Желтая карточка. Даже не доходя до бразильца, Габриэле Гава демонстрирует ему горчишник. Да, получился удар по ногам Кароца. Атака Интера не получила своего продолжения. Теперь уже Аталанта на чужой половине поля. Кароца, пас в штрафную. Мяч оттуда выбит. Атака гостей. Пошел вперед Лука Чигарини, но не сумел обыграть соперника. Но все равно Аталанта сумела задержаться на чужой половине поля, что ей в плюс. Конечно же, Чигарини. В первом тайме, кроме желтой карточки, мало чем запомнился Лука Чигарини, честно говоря. Здорово, Макси Моралес, навес! Скелотто! Если бы оттолкнуться и попытаться хотя бы выпрыгнуть. Ферри. Такая пятиминутка активности Аталанты. И мяч стал держаться у гостей. И они стремятся его не задерживать в середине и отправлять на чужую половину поля сразу же. Правым флангом атака. Защитник подключился. Раймонди. Это уже неплохой дриблинг в исполнении Кароца. И здесь не сумел распорядиться мячом вышедший недавно на замену Габьядини. А где же Массимо Моратти? Вот в чем вопрос. Исчез он со своего места в ложе. Подача в штрафную. Удар! И Жюлио Сезар тащит мяч. Вот, пожалуйста, Габьядини. Самый острый момент с самого начала матча, который возник у ворот Интера, безусловно. Габьядини переправлял мяч точно в дальний левый от голкипера угол ворот. Кармоно оказался на газоне, но, правда, довольно быстро поднялся. Еще раз давайте посмотрим. Это Беллини был с мячом, защитник, хороший навес. И Самуэль проиграл позицию своему оппоненту. И видите, вот такой вот достаточно неприятный для голкипера удар, но Жюлио Сезар показал, что он не застоялся. Диего Милито уходит. Большой объем работы он сегодня проделал. Не забил, правда, пенальти, но бывает и с мастерами такое. И под 28 номером Мауро Сарате выходит вместо 22-го Диего Милито. Аплодисментами Милито проводили, я думаю, вы слышали. И все-таки думаю, что большая часть этих аплодисментов как раз именно ему предназначалась, а не вышедшему на замену Сарата. Габьядини. Самуэль с ним на этот раз очень плотно сыграл. Скелотто. Чигарини. И Лусио. И снова мяч у гостей. Скелотто подает в штрафную. Лусио. Интер переходит в атаку, идет вперед стремительно Хавьер Санетти, проходит одного соперника, приближается к штрафной, пас налево. Ну и пробить Сарате, и опасно, Санетти! Правда, уже в офсайде. Сейчас команды будто поменялись ролями. Аталанта большими силами атаковала, а Интер провел контратаку усилиями Санетти, ее разогнал. Здорово сыграл капитан. Да, но здесь, конечно, двухметровый офсайд. И, тем не менее, отметим роль Санетти в этой контратаке. Здорово он все сделал. И как в лучшие годы себя продемонстрировал. Но в первом тайме несколько проходов по флангу Санетти также произвел. И это было достаточно интересно. Но все это было в первой половине первого тайма. Потом его активность немножко снизилась.
Лука Чигарини, пас в штрафную, мяч заберет Джулио Сезар. Нужно активизироваться хозяевам, конечно. Просто так Аталанта 3 очка не отдаст. А Интеру крайне нужна победа для того, чтобы продолжить борьбу за высокое 3-е место. Пока еще теоретические шансы сохраняются, их нужно держать в уме. 48 очков у Лацио, 46 у Наполи, столько же 46 у Удинезе, 41 у Ромы и 40 у Интера. Вот эти команды претендуют на 3-ю строчку. Правда, есть еще Катания, у которой 38 очков, она рядом с Интером, но думаю, что потенциала сицилийцев все-таки не хватит для того, чтобы по-настоящему включиться в борьбу за Лига Чемпионское место. А Интер — это большой клуб, и даже если учесть, что он был не в порядке на протяжении 1,5 месяцев, его сбрасывать со счетов ни в коем случае нельзя до самых последних туров. Джо Люби уходит с поля на 66-й минуте. Марко Давиде Фараони под 37-м номером вместо него. Поле с мячом. Жестко сыграно. Против Фараони, который только что вышел на замену. Кармона сыграл с нарушением правил. Но и в первом тайме чилиец несколько раз фалил. Нет, вы знаете, это был не Кармона, это был Раймонди, защитник. Кармона просто рядом там находился и наблюдал за эпизодом. Камбиасу у мяча. Последует навес в штрафную. Так оно и есть. Опасно. Лусио! Выше ворот. Габиадини. Пас на Макси Моралеса. Габиадини показывает, куда нужно покатить мяч. Получил передачу в свободную зону, но преследует его по пятам Лусио. И все-таки мяч отбирает, причем без нарушения правил. Вот пас получился, конечно, далеко не лучшего качества у бразильца. И снова Лусио пытался сыграть на этот раз на опережение. Беллини из-за боковой. Да, очень крепкая команда у Стефано Колунтоно. Такой типичный итальянский середняк, очень хорошего качества. Навес Скелотто не сумел пробить головой. Но я как-то вот озвучивал уже мысль о том, что, по мнению целого ряда специалистов, журналистов, все-таки именно итальянские середняки сильнейшие в Европе. Было бы любопытно какой-нибудь турнир устроить среди команд, которые располагаются в серединах турнирных таблиц. И вот понять, кто же там действительно более крепок, что ли, и более основателен. Испанцы, итальянцы, немцы, допустим, те же англичане, может быть, французы. Но понятно, что спортивная составляющая, спортивный смысл такого турнира равен нулю. И обо всем этом мы можем только рассуждать гипотетически. Раймонди сыграл со Скелотто. И ошибается Кармона. Дарит буквально мяч сопернику. Пацини глубоко отошел. Пас налево. Сарате. Сарате далековато мяч отпускает. И все-таки проталкивает мимо соперника и натыкается на ногу Раймонди. Арбитр показывает, что не было нарушения правил. По собственной инициативе упал аргентинец. Сарате, выйдя, расположился слева. И вот отсюда начинает, как правило, свое движение к воротам соперников.
Санетти, видите, в центре теперь находится. Сарата. Скидка на Фараони. И мячом гости завладели. Скелотто. Габьядини. Неудачная передача. Санетти. И снова потеря в центре. Гости тоже не безгрешны. Здесь много борьбы, взаимных ошибок. Пас на Скелотто. Справа должен подключиться Раймонди, заполнить собой вот этот вакуум на фланге. И он это делает. Правый защитник Кристиан Раймонди. Пас в штрафную площадь. Самуэль перехватывает мяч. Сарата спиной к воротам принимает. И тут же его Ферри атакует. Раймонди. Пас вперед. Кароца. Нет, Нагатома не даст себя обыграть. Упертый японец прикрыл мяч корпусом. И Кароца в него буквально воткнулся. 20 минут между тем до финального свистка. 0-0. Как бы не пришлось Интеру вспоминать этот пенальти, не забитый Диего Милито в середине первого тайма. Раймонди играл в мяч. Здесь совершенно четко на повторе видно. Ну, в целом Сарата, конечно, выполняет роль форварда рядом с Пацини, центр форварда. Но я еще раз говорю, что он довольно часто блуждает, отходит влево. И вот именно там принимает мячи и по диагонали уже пытается смещаться, врываться в штрафную площадь. Что касается расстановки Интера, то она практически не изменилась. Может быть, с какими-то нюансами. Стал чаще в центре оказываться Санетти. Свободен фланг перед Майконом бывает. Чаще, чем это было в первом тайме. Чигарини с мячом. Макси Моралес. Налево можно отдать пас. Беллини подключается. Чигарини. Навес в штрафную площадь. Высоковато для Кароцы. Тереботки мне бы хотелось очень увидеть на поле. Вот есть такая персональная симпатия к этому нападающему. В разных лигах он поиграл и в серии А, и в серии Б, и даже в серии Ч1. И везде был довольно продуктивным бомбардиром. До сих пор его в Лечче вспоминают добрым словом. Это именно его голы вывели команду в серию А несколько сезонов назад. Ну и вот, собственно, из Лечче он перешел в Аталанту. Но пока Колонтоно держит его в резерве, причем в довольно глубоком. Сарата с мячом. Санетти. Снова в центре разводит атаки своей команды. Пас на Майкона. Майкон и Макси Моралес против него. Пришел на помощь Чигарини. Жестко поставил ногу. И Майкон упал даже. А мяч достался его соперникам. Здорово играет Габьядини. Стоя на месте, буквально обыграл соперника. Пас на Кароцу. Против Кароцы Лусио. И бразилец оказывается победителем в этой микродуэли. Пас вперед здесь Сарата. Чуть назад возвращает мяч на Камбьясу. Камбьясу налево передачу делает. Фараони. Заброс в штрафную. Хорошо играет Ферри. А здесь опасная игра. И будет свободный удар назначен. Кармона снова сыграл чересчур жестко. Так, еще одна замена у Интера в скором времени произойдет. Да, здесь, безусловно, опасная игра в исполнении Карлоса Кармоны. Сарата у мяча. А это вратарь Консилии.
3 человека в стенке. Может быть, четвертый к ним пристроится. Вот он рядом находится. Это Кароца. Да и без него уже 4. Может отсюда пробить, конечно же, Сарата. И удар по воротам. Раньше времени выскочил Макси Моралес. Получил удар мячом по затылку, да еще и желтую карточку в придачу. Вот так вот инициатива бывает самым суровым образом наказуема. Естественно, удар будет перебит. Да, чуть раньше сделал рывок Макси Моралес. 15 минут до окончания матча. И, насколько я понимаю, в составе Интера должна быть замена произведена. Если не прямо сейчас, то в самом ближайшем будущем. Мяч еще, по-моему, ближе теперь передвинут к воротам. А в той точке, где встретился он с головой Макси Моралеса. Ну и, разумеется, снова Сарата готовится бить. Сарата, удар! И в стенку попадает. Здесь борьба за мяч. Аталанта выходит победительницей. И уже в центре поля нарушение правил против Макси Моралеса. Да, уходит Андре Поли. И вместо него Люк Кастаньос, нападающий. Под 30-м номером. Поли играл под 18-м. Я смотрю, что Кароца покидает поле у Аталанты. И вместо него Адриано Феррейра Пинто под номером 79. Удар по воротам. Геббиадини бьет выше и в сторону. Игра на половине поля Аталанты. Но здесь неточная следует передача вперед. И Скелотто до мяча не достает. Неточно играет снова Скелотто. И перехват. Здорово, Геббиадини. Падает в штрафной площади. Лусио его не сбивал ли? Нет, пенальти не будет назначен, показывает судья.
Атака в исполнении хозяев. Здорово, Мауро Сарате. Он уже в штрафной. Попытка пробить по воротам. Еще одна передача, на этот раз уже в штрафную площадь. Ну и вот еще раз смотрим единоборство Лусио и Габьядини. Мне показалось, что по ноге попал бразилец своему сопернику. Вот с этого повтора должно быть хорошо видно. Сложно сказать, вот даже отсюда, но вроде бы все-таки было касание. Самое главное, что, по-моему, Лусио до мяча не дотягивался. Из-за боковой мяч выбрасывают футболисты Интера. И с мячом уже Консили. Сильно бьет в поле. Игра несколько разбилась на такие отрезки, но в целом видно желание Интера все-таки добиться победы в концовке. Стараются, не мешкая, делать передачи вперед футболисты команды хозяев, но не всегда хватает точности этим передачам. Аталанта пользуется и сходу пытается также проводить встречные атаки, что делает концовку, в общем, довольно любопытной. Габьядини в штрафной, но на этот раз он немножко все-таки переборщил и нарушал правила в борьбе. Атаку очередную готовит Интер. Пас Майкона вперед на Пацине. Тот постоянно в движении, и это его очень выгодно характеризует в сегодняшнем матче. Ну, как и во многих других. Правда, вот шансов таких реальных для взятия ворот Пацини, ну, практически не имел. Что получится у гостей? Вот так вот сразу передача в касание на Скелотто. Там есть свободная зона. Достать мяч нужно. Достал, но Нагатомо выбивает мяч. Японец даже претендовал на то, чтобы аут вбрасывал именно он, а не соперник. Но давайте еще раз посмотрим. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И все-таки, по-моему, от Нагатомо мяч ушел. Сейчас как под танк бросался 55-й номер Интера. И надо сказать, что только так нужно было действовать, потому что Скелотто, пробрасывая мяч вперед, врывался уже практически по флангу, по месту правого инсайда в штрафную. Там был бы острейший момент. Продолжает Аталанта атаковать. Навес! Жулио Сезар лишь смахнул мяч. Феррейра Пинто! Удар по воротам! В ближний угол, но Жулио Сезар этот угол контролировал. Да, веселая концовка. Живая такая, динамичная. Одно очко для Интера мало что решает и мало что значит в этом матче. Конечно, нужна победа, вот поэтому хозяева сейчас рискуют, и на их половине поля образуется свободная зона. Аталанта может, еще раз скажу, может свой шанс подловить в концовочке. Тем более, что физических сил, видимо, достаточно, и есть еще свежесть для вот этих вот резких контратак. Гильермо Стендардо выходит на поле, защитник под вторым номером у Аталанты. Теребоки так и останется в резерве сегодня, но не судьба, значит, нам на него посмотреть на Сан-Сиро. Навес Самуэля. Головой выбивает мяч Манфредини. Скелотто. Макси Моралес. Ну-ка! Не удалось обыграть Самуэля, но тот блокировку совершил и получает заслуженную желтую карточку.
И чуть больше 5 минут до окончания матча. Да, довольно много фолов, 27. Но это такая средняя норма, но такая хорошая средняя норма. Итак, Гильермо Стендардо появляется на поле. Интер с мячом. Вместо Беллини он вышел. Еще один фол. По совокупности Кармона, думаю, наиграл на желтую карточку сегодня. Вот он ее получил. И два футболиста сразу лежат на поле. Да, вот замены-то все уже у Аталанты проведены, так что свежего футболиста никак не выпустишь. В этом случае наконец мяч штрафной и попытка пробить в исполнении Пацини. Угловой слева будут подавать хозяева за 2,5 минуты до окончания основного времени матча. Навес Майкона. Скидка Самуэля. Опасно. Сарате. Прострел, но уже раздался свисток. Да, был офсайд у Камбьяса вот в момент этой скидки. Самуэль мяч возвращает на чужую половину поля. Играет Манфредини. К нему перешла капитанская повязка после замены Беллини. И здесь свисток, видимо, в офсайд забрался Маноло Габьядини. Интер в атаке. Дружно обороняются гости, надо сказать, и заточены под контрвыпад. Может быть, сейчас получится, но, правда, темп уже немножко потерян, и к тому же Максим Моралес пасует не точно.
Феррейра Пинто. Чигарини. Мяч Аталанта контролирует на своей половине поля. Пока Кармона. Пас на Макси Моралеса. Целых 5 минут арбитр добавил, как видите. И не успевает к прострелу Скелотто Маноло Габьядини. Ушел мяч, Сарата не сумел его догнать. Игра на половине поля Интера сейчас происходит. Аталанта сумела зацепиться за мяч. И это очень большой плюс для нее, потому что хозяева постарались поднажать в последние несколько минут. Но мы видим, что и контратаки гостей тоже могут быть довольно опасными. Чего стоил хотя бы прострел Скелотто и шанс, который имел Маноло Габьядини. Скелотто, смотрите, уже слева оказался. Входит в штрафную. Макси Моралес. Чигарини. И пробить Чигарини. Над перекладиной мяч направляет. 2 из 5 компенсированных минут истекли. Еще 3 осталось сыграть. Второй тайм однозначно интереснее, чем первый. Даже несмотря на то, что в первой половине встречи был пенальти, правда, не забитый. Но вот то, что Интер вынужден был рисковать, развязало немножко руки впереди Аталанте. И мы увидели, насколько гости могут быть хороши в резких контрвыпадах и в атаках сходу. Майкон загружает мяч к линии штрафной. Скелотто снимает воздух, но подбор за хозяевами. Самуэль. Перевод налево. И навес оттуда. Сбрасывает Камбьяссо, но Чигарини мяч выбивает. Майкон. Фараони здесь рядом. Майкон, навес, еще один в штрафную. Самуэлю не дали даже выпрыгнуть. Рядом находился Томас Манфредини. Кармона. Ну, Пацини недоумевает, неужели он нарушал правила. Арбитр, видимо, посчитал, что так оно и было. Чуть-чуть прихватывал Джанпаоло Пацини своего визави Карлоса Кармону. Но вот это как раз и оценил, что называется, судья. Какие-то наиболее нетерпеливые болельщики уже покидают трибуны Сан-Сиро, хотя развязка, она еще не наступила. Еще играть 1,5 минуты. Санетти. Длинная передача на левый фланг. Здесь Стендардо. Это Сарата. И хороший пас. Лусио! Убирает мяч под себя. Ну и сразу на него выскочил соперник. Это был Кармона. Макси Моралес. Если воспользоваться контратаку, провести, есть свободное пространство. Ну, там уже Лусио вступает в борьбу за мяч в центре поля и не дал развернуться аргентинцу. Феррейра Пинто. Предпочла Аталанта контроль мяча. Такой полупризрачной возможности провести контрвыпад. Чигарини. И нарушение правил, по-моему, было. Нет, арбитр показывает, можно продолжать игру без свистка. Последняя атака Интера. Хавьер Санетти с мячом.
Ну и что? Сарате сделал передачу на Фараони. Фараони навешивает. Пацини, Скелотто на него нападает, отбирает мяч, и тут же звучит финальный свисток. В 28-м туре итальянского чемпионата Интер и Аталанта сыграли в Милане на стадионе Сан-Сиро в ничью 0-0. Аталанта продлевает свою беспроигрышную серию до 7 матчей. Правда, 5 из них завершились ничейными результатами. Интер не проигрывает третий тур подряд, но из этих 3 матчей также 2 завершились в ничью. Интер не пропускает второй тур подряд, но сегодня был шанс выиграть, если бы забил пенальти Милито, если бы Интер был чуть точнее в концовках своих атак. Во втором тайме очень много старались хозяева, действовали активнее и мобильнее, чем до перерыва, но в итоге не смогли проломить эту оборону Аталанты. Гости показали, как они умеют защищаться, как они умеют резко контратаковать. Особенно, опять же, во второй половине встречи это было заметно. Но я думаю, что Аталанта больше должна быть довольна этими ничейными результатами. Не случайно нам показывали игроков гостей, которые обнимались и не скрывали своих улыбок. Интер менее, конечно, доволен. Интер набирает 41 очко, сравнивается с Ромой. У нее сегодня поздний матч. Но для Интера это скорее матч 2 потерянных очков в смысле борьбы за 3-е Лига Чемпионское место. Вместе с вами футбол из Милана смотрел Олег Пирожков. Всего доброго и до встречи.